cercando его. Слушай, ну вот это голос наш татарский. Здравствуйте, дорогие друзья! Исянмисыз! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». С вами, как всегда, я, Руслан Шарафудинов, а у меня сегодня в гостях популярный татарский певец, лауреат международного фестиваля имени Рашида Вагапова Артур Шугаепов. Артур, исянмисыз, салям! Салям. Артур Шугаепов, певец. Родился в 1990 году в Башкирии, в семье военного и хореографа. С детства увлекался музыкой. В 2011 году, после окончания Октябрьского музыкального училища, поступил в Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова. Артур – победитель многих вокальных конкурсов и фестивалей, таких как конкурс Сюймбекя Варислара, конкурс имени Шаляпина, конкурс Татармана и многие другие. В 2015 году на международном фестивале татарской песни имени Вагапова он занял второе место в номинации «Камерно-концертное пение». С этим фестивалем связан старт музыкальной карьеры певца. Известный татарский продюсер Рифат Фаттахов предложил ему контракт. Артур Шугаепов в сотрудничестве с Вагаповским фестивалем уже записал несколько песен. Руслан, я сам из Башкирии приехал, поэтому я хочу подарить этот башкирский мед. Вот, пожалуйста, держи. Бигзер Ахмед. Я, кстати, очень люблю пить чай с медом, поэтому за это отдельно спасибо. Ну, Артур, рассказывай, что готовят в Башкирии татары? Сегодня мы с вами будем готовить мясной рулет в тесте ит пирога. Татарча ит пирога получается, да? Из какого мяса готовим? То я вот вижу здесь фарш уже готовый у нас. Да, говяжий фарш, конечно же, лук обязательно. Так, вот я вижу лук. Да. Я также вижу здесь слоеное тесто. Слоеное тесто, дольки чеснока нужны будут. Тоже есть. Перец душистый, без этого никак. Лавровый лист нужен будет. И 6-7 песен от Артура. Да, конечно, без этого никак. Тогда наше блюдо обязательно получится. Ну что ж, начинаем. Итак, мы начинаем готовить. Я так понимаю, я буду резать лук. Да. Спасибо, спасибо. Что ты будешь делать сам? Я буду раскатывать тесто. Вот слоеное тесто у нас есть. Так, пожалуйста, тебе мука. Пожалуйста, тебе куна тактасы. Все условия создаем для артистов, понимаешь? Лишь бы готовили. Вот скалка. Спасибо большое, Руслан. Ну, бисмилляй, это начинаем. Башлыбыз. Башлыбыз. Сейчас мы посмотрим. Я, кстати, вот первые секунды всегда смотрю на наших гостей, да? Кто как управляется. Я вполне могу с этим справиться. С самого раннего детства я любил готовить, экспериментировать, так скажем. Один из экспериментов, вспомни-ка. Вы знаете, когда я был маленький, я приготовил манную кашу без соли. Значит, там столько комков получилось. Очень вкусно, конечно. Какие блюда вообще любишь там кушать? Сам я манной люблю каши. готовить, конечно же, борщ. Фирменный борщ. Я очень люблю готовить. В чем секрет твоего фирменного борща? Я добавляю туда мясо? Ее нужно готовить с любовью и от души. Тогда блюдо получится очень вкусным. Но вот конкретно свеклу, как ты, кстати, вот некоторые же ее там в холодной воде сначала держат, там кто-то 2 часа готовит, кто-то в микроволновке Сейчас быстро. можно ее по-другому приготовить. Берешь мешочек, пакетик и в микроволновку. Вот я про это, кстати, новый секрет такой. Да. Легко и быстро. То есть берешь свеклу обычную в пакетик, в микроволновку на 2 минуты, на сколько? На 2-3 минуты. Открываете, а там борщ. Да. Вот Артур рассказал секрет приготовления с душой. Что еще любишь? Люблю плов. У меня мама очень вкусно готовит плов. Артур, я просматривал твою биографию, да, и такой интересный случай. Прочитал про тебя, когда ему было 5 лет, Артур взял какую-то фанерку, нарисовал на ней клавиши и играл как будто фортепиано, правда? Да, собственно, так и было. То есть вот уже в 5 лет тебя тянуло к музыке, да? Да, к музыке меня очень сильно тянуло. Изначально, вы знаете, потому что у меня мама, она творческая личность, творческий человек, она хореограф, также поет очень красиво тоже. То есть мама тебя научила и петь, и танцевать, можно сказать? Да. Привет, маме, передавай. Привет. Как маму зовут? Нагиля. Нагиля апа, салям. Безден. Привет, мам. Ну, ты знаешь, мне кажется, сейчас и маме, и всем твоим родственникам, поклонникам будет приятно, если ты что-нибудь для них споешь. Сара Матур. Вот эту песню сейчас.
Sarıma tur, sarıma tur, sarıma tur saylasan, elle koylarda görermen, kuşlar bulup sayrasan, elle koylarda görermen, kuşlar bulup sayrasan. Молодец, Артур, молодец. Так, лук у меня готов. Тесто у меня почти готово. Сейчас осталось только раскатать. Так, но Что мне с луком, кстати, делать? Нужно Обжарить. обжарить, нужно будет, да, в масле. Угу. Так. Артур, я хотел спросить, что мне делать дальше. Так, лук ты уже положил, да? Да, сейчас я его пока параллельно буду обжаривать. Чеснока нужно будет разрезать мелкими кусочками. Так, давай. Так. 3 дольки, наверное. 3 дольки хватит. Мелко-мелко. Мелко-мелко, да. Расскажи нам, пожалуйста, вот куда ты поступил учиться после школы? Я знаю, у тебя есть профессиональное музыкальное образование. Да, на сегодняшнее время я учусь в Казанской консерватории Угу. у педагога Владимира Васильева. Но вот до до консерватории этого ты же в музыкальном училище учился? В музыкальном училище, да, учился. В Октябрьском музыкальном училище я учился у класса преподавателя Мусина Галия Закировны, заслуженного работника культуры. Ну вот как так решил переехать в Татарстан? Вы знаете, история начинается с того, что у меня родители раньше жили в городе Елабуга. А, в Татарстане? Да, в Татарстане корни берут свое, видимо. Я родился в семье, где царит любовь и дисциплина. Отец у меня военный. Все понятно, я думаю, почему дисциплина-то? Да. Отец у меня военный, учился в школе МВД в городе Елабуга. Артур, ну когда поступал к нам в Казань, вот родители тебя поддержали о твоем намерении переехать? Да, конечно, родители, на то они и родители, чтобы все время постоянно поддерживать. Артур, давай вспомним, вот как ты поступал в музыкальное училище, как проходил экзамен, например. Это очень, конечно, приятные воспоминания. Сдавал я, значит, танец, стихи и, конечно же, песню. Все это он делал одновременно, поэтому сразу и прошел. Мне очень нравилось учиться в училище. По многим конкурсам мы ездили с группой. У нас группа называлась ансамбль «Аяс». Аяс. «Аяс». Мы пели и танцевали, фольклорный ансамбль «Аяс». Руководитель, заслуженный работник Мусина Галия Закировна. Тоже привет, Галия Закировна. Привет. Руслан, дольки чеснока, то есть ты порезал, молодец. Все как нужно. Теперь обжарь ее, пожалуйста. Добавляем к Вместе луку, с да? луком, да. Угу. Сверху Интересно. можно поперчить. Прямо здесь? Да, прям туда. Так, соль пока не надо, да? Нет. Все делаем строго по рецепту. Да. Итак, музыкальное училище, где тебе все нравилось, где у тебя все получалось. Приехал в Казань, поступил в консерваторию. Сложно было туда в консерваторию поступать? Да, конечно же, свои требования. И, конечно же, изначально должна быть школа. Школа классического пения. Ну, твои любимые композиторы какие? Из татарских композиторов Рустем Яхин, Салих Сайдашев, Резда Хиярова. Многие песни исполняем этих композиторов. Ну, я думаю, сейчас будет актуальным исполнить что-нибудь. Ну, вот, например, мне больше нравится творчество Яхина. Что-нибудь из этого? Конечно Романс же. какой-нибудь? Да, романс есть. Нуталмы. С этой песней как раз-таки на конкурсе Туранты тоже первое место. Слава Мустафа Нугман. Gözlerimni tuturup qarab qalam, sen yiraktan ötüp gitkende, unutalmayım, bağrım unutalmayım, көңілім düşmüş senden бүтәнге. Артур, что мы делаем дальше? Фарш есть. Пожарили мы лук с чесноком. Теперь нужно посолить фарш, конечно же. Да. Главное не пересолить, по вкусу. Ну, по вкусу обычно, я думаю, Пока. пол-ложечки будет достаточно. И нужно будет смешать с луком.
И с чесноком. Готовый, с чесноком, да. Отлично. И слегка нужно будет поперчить. Еще перчики добавить. Да, да, конечно. Все строго по твоему рецепту. Да. Артур, вот только что мы вспомнили один из конкурсов, в которых ты участвовал, Тугантель, в котором ты победил. Какие еще конкурсы вот можешь рассказать, в которых ты принимал участие? Я участвовал в самом конкурсе фестиваля имени Рашида Вагапова. Это было в 2012 году, когда я еще был на 2-м курсе в консерватории. Участвовал, мне там дали 3-ю премию. А уже через 2 года я уже как бы подготовился тщательно, чтобы показать то, что я подготовил. И, конечно же, выступил. Мне дали 2-ю премию. И, конечно же, сам продюсер меня заметил, Рифат Ахметович Фаттахов. Этот конкурс, он для меня очень значимый и судьбоносный. Такой дал тебе дорогу в такую большую жизнь. Да. И после этого мы составили контракт. И, конечно же, вот с выступлениями ездим, фестивалями. Но тебе не сложно вот это все одновременно и учиться, и выступать, и на гастроли ездить? Конечно же, я в свое время все успеваю. У нас есть жесткая дисциплина, которым я придерживаюсь. И, конечно же, без старания никуда. Так что вперед, вперед, еще раз вперед. Олга, Олга. Олга. Тик, Олга. Тик, Олга. Программа «Секреты татарской кухни» вновь в эфире, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. А мы здесь готовим сегодня, и готовим мы не одни, а вместе с Артуром Шугаеповым, замечательным татарским певцом. Артур, еще раз, молодец, что к нам пожаловал. Что мы здесь делаем с Артуром? Мы готовим татарский вкусный пирог, называем его итле-пирог. Раскатали слоеное тесто. Здесь у нас говяжий фарш. Мы добавили туда обжаренный лук, чеснок и немножко базилика так вот для вкуса. Да, ну, для соль, вкуса. перец. И сейчас самый ответственный момент, как же делается рулет. Так, мы раскатали тесто. Теперь ее нужно нарезать в прямоугольной форме. Пожалуйста, пожалуйста, посмотрим. Так, Так. ровненько вот так вот. Для тех, кто только что к нам присоединился, друзья, напоминаю, что Артур у нас поет, танцует, готовит, строит планы, занимается творчеством, записывает диск. Что еще можно сказать? Спортом занимаюсь. Вот, спортом. Каким спортом? Занимался я боксом. Также Ну? хожу на плавание. Люблю плавать. Успокаивает, знаете, нервную систему. А зимой, как ты зимой-то успокаиваешься? Зимой я в бане успокаиваюсь. Нормальной, хорошей татарской бане. Да, Плаваешь. как получится. Так, ну какие у тебя еще хобби, увлечения есть? Получается, мы узнали сейчас бокс, плавание, вокал, кулинария. Я люблю фотографировать. Кстати, вот это твое хобби я видел в клипе, как раз на красивую Да, песню. мой образ был фотографа, который ищет красивые места и фоткает. Название, напомни нам песни. Название песни «Мадиням». Это, Лилия кстати- Боярс и Жатит Канджер. Вот, кстати, режиссер, как зовут, который снимал, тоже молодой, ну сейчас уже известный режиссер. Известный режиссер, да, спасибо ему, спасибо всей команде. Его зовут Ильшат Рахимбай. Мне, думаю, будет и Ильшату приятно сейчас, и мне, и всем зрителям услышать кусочек этой песни. Это хит Артура, хит. Руслан, мы с тобой заговорились. В общем, нужно положить одно куриное яйцо. Фарш еще. Да, и нужно размешать. Так, ну я сейчас все это я сделаю, но ты пой. А для вас звучит, конечно же, песня «Мадиням». Аянında yaktı yıldız, minem yıldızım gına. Madinem gülkayım, minem yıldızım gına bağırkayım. Madinem gülkayım, minem yıldızım gına bağırkayım. Молодец, Артур. И кто еще не видел клип на эту песню, обязательно посмотрите его в интернете. Клип реально очень клевый. Молодец. Спасибо. Как и клевый, мне кажется, сегодня будет наш рулет. Наш. Что делаем дальше? Так, нужно, значит, тесто готово. Мы ее раскатали. Теперь нужно разложить. Давай, это ответственный момент, я смотрю на тебя. То есть тонким слоем, да? Да, первый слой, он у нас, да, тонкий. Вот так, посередке мы ее.
Да, мы вот так аккуратненько кладем мясо. Так, прессуем чуть-чуть, слегка. Руслан, возьми, пожалуйста, доску с фольгой. Ага. Так. Вот противень у нас. Так, теперь нужно смазать маслом. Чуть-чуть, да? Да. Чтобы у нас не пригорел. Достаточно. И перемещаем рулетик сюда, да? Да, аккуратненько. Так, давай. Аккуратно. Так, помочь тебе или сам? Давай, ты мне помоги, Руслан. Опа. Вот. Аккуратно. А ведь вот думают люди, что так вот легко готовить, да? Слушай, давай вот так его поставим. О, поместился. По диагонали. Так. Прекрасно. Опять раскрываем его. Раскрываем, да. Теперь мы продолжаем класть мясо. Руслан, ты порежь, пожалуйста, яйца пополам. Так, здесь у нас 2 отварных яйца. Да. Достаточно, я думаю, будет. Так. Достаточно, да. Раз. Так, руками. Это очень легкое задание. 2. Сколько, кстати, мы готовим этот рулет в духовке? Так, минут 30-40. 30-40 минут. Да, готовится наше блюдо при 180 градусов. Так, давайте помогу. Давай, Руслан. Первый слой у нас готов. Так, затем мы выкладываем яйца и потом опять фарш, да? Да, сверху. Ну, такое мужское блюдо, столько обилия мяса получается у нас. Руками можно. Так, давай. Наша начинка готова. Да. И сейчас просто сворачиваем или нет? Или тоже есть какой-то секрет? Нет. Нужно будет нарезать вот такими... Так, вот ножницы покажи. Да. Покажи. Ага. Получилось. Режем. Вот, видишь, вот так вот мы плетем. Ага. Сейчас я все покажу. Так, давай помогу. Так, помоги, конечно, да. То есть и сверху. И сверху, да. Рулет у нас... Оставшийся край нужно вот просто как завернуть вот так вот. Так, давай я тебе помогу. Позже ее сам сделаю. И вот таким образом мы слева направо делаем косичку, и рулет у нас получается не только вкусный, но и красивый. Артур, можно я сам попробую, а? Да, конечно. Никогда такой рулет не готовил. Конечно, попробуй, пожалуйста. Спасибо. Ну, а чтобы у меня все получилось, ты знаешь, что я тебя могу попросить? Спеть песню. Ну, что-нибудь из классики. Я вам спою «Плач Федерико» из оперы «Арлезиано». È la solita storia del pastore. Il povero ragazzo voleva raccontarla e s'addormì. C'è nel sonno l'oblio come il nevidio. Anch'io vorrei dormir così, nel sonno almeno l'oblio trovar, la pace sol cercando io vo. Слушай, ну вот это голос наш татарский. Артур, пока ты пил арию свою, смотри, я закончил уже, и рулет на самом деле готов к отправлению в духовке, но здесь остался еще один маленький момент. Мы сейчас его помажем немножко взбитым яйцом, но слушай, здесь рулет такой... Чистая корочка, чтобы... Да. Итак, наше блюдо готово к отправлению в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. Да. Открываем, отправляем. И после небольшой паузы мы обязательно попробуем, что же такого нам приготовил сегодня Артур. Итле-пирог, мясной пирог. Репчатый лук и чеснок мелко нарезали и обжарили на растительном масле. Затем все это смешали с мясным фаршем, добавили в фарш одно сырое яйцо, посолили, поперчили и хорошо перемешали. Тесто раскатали в прямоугольник и выложили на смазанный растительным маслом противень. На середину теста выложили половину фарша, 2 вареных яйца половинками и сверху оставшийся фарш и разровняли. Тесто по обеим сторонам от начинки нарезали косыми полосками шириной 2-2,5 см и уложили в косу над начинкой. Затем смазали пирог взбитым яйцом и поставили в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.
Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А еще подписывайтесь на нас на Ютубе. Артур, наконец-то этот замечательный Итле пирог на нашем столе. Вот так он красиво выглядит, в разрезе смотрится просто великолепно, украсит любой праздничный стол. Ну а мы спешим его попробовать. Итак, раз, два, три. Можно я еще раз? Конечно, Руслан. Очень вкусно и сытно. Не то, что сытно. Знаешь, фарш получился таким сочным, и тесто, которое я люблю, вот славянное тесто, оно очень тонкое, и вы даже его практически не чувствуете. То есть вот этот рулет можно есть, есть и есть. Тем более запивая катыком. Приятного аппетита. Артур, ну и в финале нашей кулинарной программы хочется тебе сказать большое спасибо за то, что пришел с таким замечательным рецептом. Ждем тебя снова и удачи тебе. Спасибо за приглашение. Спасибо. Но лучшее спасибо от вокалиста – это песня. Для вас я хочу исполнить песню «Янамда, янам иркем». Баруйларны ынытырдың, утларға салдың мені. Яратуым бигірек қайнар, янамда, янам иниде. Утларымны сүнідерілік, ташқыны сұллар бар мекен. Ғымірге жетер сүйім, сиңада миңа иркем. Утларымны сүнідерілік, ташқыны сұллар бар мекен. Ғымірге жетер сүйім, сиңада миңа иркем. Для вас готовили Артур Шугаевов и Руслан Шарапутдинов. До новых встреч, друзья! Увидимся на следующей неделе. Давай покушаем. Давай.